Здравствуйте, это новости Татарстана. О событиях дня расскажем прямо сейчас. В студии работает Алия Хайрудинова. Трагедии удалось избежать на городском озере Альметьевска. За ручку рюкзака его приподнял. Кто он? Герой, который спас 8-летнего мальчика. Аделя Закирова все расскажет. Дополненная реальность, онкология и исключение врачебных ошибок. Эти очки нам показывают все те снимки, всю ту информацию, которая находится в пациенте, видеть во время операции. В Казани провели уникальную операцию. Ее увидела Алия Хайрудинова. Сила в единстве. Мы ощутили помощь Татарстана с первой минуты. О заключительном дне форума татарских предпринимателей расскажет Рамиль Галиулян. Сегодня один из казанских автобусов 30-го маршрута возил пассажиров бесплатно. События приурочили всемирной акции «Щедрый вторник». Нам нужно продолжать такие благотворительные акции, потому что является образцом таких хороших дел. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Уникальная история спасения в Альметьевске. На городском озере 60-летний рабочий пляжа вытащил из воды 8-летнего ребенка. Трагедия чуть было не произошла, когда мальчик возвращался домой со школы. Он вышел на лед, поскользнулся и упал в прорубь. Чем бы закончилась история, если бы рядом не оказалось Руслана Сабаева? Мужчина заметил его при осмотре территории. Он за считанные секунды бросился на помощь и вытащил мальчика из водоема. Оказалось, что ребенок провел в ледяной воде 3 минуты. Аделя Закирова продолжит. За ручку рюкзака его приподнял и вытащил. Чтобы вытащить ребенка из воды, Руслану Сабаеву понадобились считанные секунды. Он осматривал территорию, когда увидел тонущего мальчика. Решение принял тут же. Когда мужчина добежал до проруби, школьник уже не двигался. Руки торчат, пальчики и голова торчит. Все. Он и не кричит, и ничего. Взял его за воротник, пытался его тянуть, он не поддавался. Сам соскальзывал, потом увидел, что у него рюкзак сзади и ручка удобная. Вот. И за этот рюкзак я его вверх поднял и вытащил. Вот он, водоем, в котором могла произойти трагедия. Температура воды в нем достигает 4 градусов. При ней смерть для взрослого человека наступает в течение 10 минут. Для ребенка эта цифра сокращается до 5. На момент спасения мальчик был в воде уже 3 минуты. Если бы не вы в тот момент, я бы, наверное, сейчас уже другие чувства испытывала. Сегодня Ефим в школу не пошел. По словам мамы, он с трудом отходит от шока. Здоровью мальчика ничего не угрожает. Любовь Чипига сегодня встретилась с Русланом Сабаевым на том самом месте, где чуть не потеряла сына. Женщина называет Руслана Григорьевича ангелом-хранителем. Я вам очень благодарна. Знаете, на самом деле, Ефим даже посмотрел на вашу фотографию, говорит, вот дядя добрый. На самом деле, это не просто так, это вчера было. Именно в вашу смену. Наверное, вы, получается, ангел-хранитель. В соцсетях о героическом поступке Руслана Сабаева альметьевцам рассказал глава района Тимур Нагуманов. Он выразил благодарность мужчине за неравнодушие и проявленный героизм. Сам герой слова благодарности принимает скромно. Хочет меня отблагодарить, с отцом разговаривает. Я говорю, не надо этого, успокойтесь, купите чай, пачку чая. И будет достаточно, и чтобы с головы все это, как говорится, снять, и все. В свои 60 Руслан Сабаев занимается спортом, зимой моржует и старается всегда держать себя в хорошей физической форме. Аделя Закирова, Ира Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. На водоемах сейчас опасный период. Лед еще хрупкий и тонкий. Это уже второй случай в республике, когда прохожие смогли спасти детей. Так, неделю назад в Казани 2 росгвардейца совместно с полицейскими ППС спасли утопавших в пруду мальчика и девочку. Затем помогли выбраться их маме и прохожему, который попытался спасти семью. Мальчик на момент спасения не подавал признаков жизни. Стражи порядка оказали первую доврачебную помощь, и вскоре ребенок начал дышать. Пострадавших передали бригаде скорой. Всех госпитализировали. Отец поблагодарил стражей правопорядка за героический поступок. Еще раз обращаем внимание родителей. Дети не должны гулять около водоемов и тем более выходить на лед. В
Казани провели уникальную операцию по удалению опухоли. Врачи республиканского онкодиспансера впервые оперировали с VR-очками. Они создают дополненную реальность. Доктор видит мельчайшие сосуды, границы распространения опухоли, что исключает врачебную ошибку. В Татарстане это первая операция по такой передовой методике. Сегодня удалили пораженную раком почку у 64-летней пациентки. Мы присутствовали в самой операционной и в деталях расскажем, как медицина в виртуальной реальности спасает реальные жизни. Здесь 3D килограмма данного пациента. Кажется, что это кадры из фильма про будущее или компьютерная игра. На хирургическом столе 64-летняя пациентка. Месяц назад ей поставили диагноз «рак правой почки». Врачи РКОТ приняли решение удалить ее полностью, чтобы предупредить рецидив. Операция по своей технологичности уникальна. Впервые татарстанские хирурги вооружились VR-очками и дополнили реальность. Прямо сейчас идет операция. Врач через специальные VR-очки видит все внутренние органы пациента. Дополненная реальность как бы накладывается на живой организм. И все это также можно увидеть и на экране. Операции по удалению пораженной почки здесь делали и раньше. Перед тем, как взять в руки скальпель, хирурги тщательно изучали анамнез пациента, пытались запомнить 3D-снимки после томографии. С VR-очками все перед глазами. Такой метод позволит исключить все врачебные ошибки, уверены специалисты. Человеческий мозг создан так, что мы не 100% не можем все это запомнить. Пока мы дошли до операционной, пока мы начинаем здесь оперировать, что-то можем упустить. Эти очки нам помогают в том, что мы видим во время операции 100% картинку. Эти очки нам показывают все те снимки, всю ту информацию, которая находится в пациенте, видеть во время операции. К раковой опухоли подводят многочисленные сосуды. Теперь их повреждения на минимальном уровне. Когда мы оперируем лапароскопически, мы не всегда их можем увидеть глазами. Открыто мы можем пропальпировать их, а вот лапароскопически, почему сегодня использовали эту систему? Для того, чтобы уже знать точно, где находятся сосуды, чтобы уменьшить риск травматизации и пересечь именно эти сосуды в том месте, где они находятся. Программа для VR-очков полностью российская разработка. Первую операцию с дополненной реальностью сделали в Санкт-Петербурге 1,5 года назад. Сейчас по всей стране с VR-очками врачи успешно провели 150 операций. После каждой операции мы собираем обратную связь. И после каждой операции, если что-то нужно улучшить, мы улучшаем. То есть мы очень гибкие. И, допустим, когда мы приходим в новую клинику, мы спрашиваем, что конкретно нужно, и разрабатываем конкретное решение под конкретную проблему. Такая методика уже хорошо зарекомендовала себя в нейрохирургии, лечении онкологии. Эта пациентка будет жить с одной почкой, говорят врачи. Впереди реабилитация и регулярное обследование. КТ раз в год и раз в 3 месяца УЗИ. Алия Хайрудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Причиной пищевого отравления учеников 28-й гимназии Казани стал золотистый стафилококк. Его выявили в готовых вторых блюдах, рисе и макаронах. Источник загрязнения – сотрудник столовой. Об этом сегодня сообщило Управление Роспотребнадзора. Напомним, 23 ноября в столице за медпомощью обратились 21 человек, у которых были симптомы отравления. 3 госпитализировали. В ходе расследования были выявлены нарушения санитарных требований хранения, приготовления пищи и несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками. Один из них отстранен от работы. Сегодня на 84-м году жизни скончалась Наиля Гараева, выдающаяся артистка Татарского театра, заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана. Она занимала достойное место среди театральных корифеев, была олицетворением истории прославленного коллектива Камаловского театра. Зрители ее знают по ролям в спектаклях «Первая любовь», «Тополек мой в красной косынке», «Приехала мама», «Голубая шаль», «Казанское полотенце» и другие. За 60 лет на сцене она создала более 100 образов. Наиля Хакимовна была удостоена государственной премии имени Габдуллы Тукая. Прощание с легендарной актрисой состоится завтра в 10 утра в мечети Аль-Марджани. Сегодня в Казани завершился ежегодный форум татарских предпринимателей, деловые партнеры Татарстана. В нашу республику приехали 350 татарских бизнесменов из 44 регионов России и 14 стран. На протяжении 2 дней участники знакомились с промышленным потенциалом республики и искали точки совместного роста, устанавливали контакты и подписывали контракты. Итоги подвели на пленарном заседании с участием раиса республики Рустама Минниханова. Организаторы отмечают, Татарстан всегда открыт к сотрудничеству. В этом убедился Рамиль Галиулин. Они
Они приехали всего на пару дней. Времени мало, а обсудить нужно многое. Настоящий десант татарских предпринимателей со всей России и 14 стран высадился в Казани. Узбекистан, Кыргызстан, Крым, Курган, Астрахань и Тюмень. Всех гостей приветствует Рустам Минниханов. Раис республики призвал укреплять бизнес, работать вместе и не забывать свои корни. Наши дети, внуки, они, конечно же, язык матери должны знать. Это наш долг родителей, дать хорошее образование, дать язык, понятно, все остальное генами у татар заложено, значит, любовь к родителям, любовь к труду, любовь к своей религии, это очень важно, и это надо поддерживать. В зале 350 человек. Бизнес и промышленность. Все готовы сотрудничать с республикой из-за ее инвестиционной и туристической привлекательности. Конечно, изумительные 2 дня, изумительное общение. Вживую видно, что вы на протяжении уже, наверное, многих десятилетий задаете тон, как нужно осуществлять социально-экономическое развитие субъектов, промышленное развитие субъектов. Есть чему поучиться. Они трудятся в разных регионах, но объединяются для совместных проектов, в том числе на территории нашей республики. Например, татарский тюменец Ринат Гайсен. Предприниматель планирует наладить производство теплоизоляционных материалов. Завод откроется в Лаишево в следующем году. Объем инвестиций – 800 миллионов рублей. Еще один проект – сеть заведений национальной кухни, чего так не хватает в регионах. У нас столовые, нам привозят еду, и я сказал в пятницу, всегда должны быть, Джумакын должен быть либо КСТБ, либо должен быть Ишпушмак, либо еще что-то национальное, чтобы кишелер, это счет компании, Ашаргат Кишелер, пусть знакомится с бизнес национальной кухней, с нашими национальными традициями. Это не так дорого, но очень запоминающе. Еще одно предложение – организовать грузовые авиаперевозки между Татарстаном и Кыргызстаном. Соотечественники отмечают, сегодня основной поток грузов из этой страны в Россию идет только автомобильным транспортом. Данный воздушный рейс позволит диверсифицировать грузопотоки с авто на авиа и сделать доставку грузов независимой от соседних государств. Основные плюсы данного проекта – это быстрая доставка товаров, произведенных в Татарстане и Российской Федерации, развитие онлайн-торговли в Татарстане, организация реэкспорта российских товаров из Кыргызской Республики в другие страны, увеличение загруженности Казанского международного аэропорта. Их всех объединяет не только бизнес, язык и культура, но и умение сплотиться в трудный момент. Тому пример – трагедия в Курганской области. В мае здесь дотла сгорело татарское село Юлдуз. Без крова остались порядка 600 человек. Для помощи погорельцам Общественный фонд Всемирного конгресса татар открыл специальный счет. Теперь деревня возрождается с нуля. Выражаю благодарность, спасибо, Зурахмат, всем татарам. Мы ощутили помощь Татарстана с первой минуты, с первого часа пожара. На сегодняшний день 100 домов уже строится. Более 40 домов можно заселиться до Нового года. Часть домов возведена при содействии татар со всей России. Большинство построили при поддержке благотворительного фонда «Татнефть». Одни из новоселов – семья Минигараевых. Вспоминая тот день, не могут сдержать слез, но теперь страшное позади. Татнефтьский хороший дом. Нам с супругой очень нравится этот дом. Самый главный, под ключ зашел, там все уже есть. Живи дальше. Первое время, конечно, нам тяжело было. А сейчас все восстанавливается, деревня оживает. Тем, кто помог вновь возродить село, государственные награды из рук Рустама Минниханова. Завершилось пленарное заседание награждением предпринимателей, которые помогли татарской звезде в Кургане. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Госпошлина за выдачу заграничного паспорта в России повысится на 20%. Указ сегодня подписал Владимир Путин. Так, с 1 июля 2024 года за биометрический паспорт нового образца нужно будет заплатить 6 тысяч рублей вместо 5 тысяч. Детям до 14 лет цена составит 3 тысячи. Продление визы иностранным гражданам обойдется в 1200, а многократное в 1920 рублей. Изменения также коснутся оформления вида на жительство и приглашения на въезд в страну. Напомним, последний раз госпошлина повышалась в 2018 году. Тогда цена выросла с 3,5 до 5 тысяч рублей.
Сегодня в Татарстане почти 275 тысяч инвалидов. Только в этом году этот статус подтвердили 16 тысячам. Годом ранее инвалидами были признаны 13 тысяч человек. Эти данные озвучились сегодня в преддверии декады инвалидов. Она стартует с 1 декабря. В республике 17 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Для их реабилитации созданы десятки программ. У людей с ОВЗ в республике есть возможности для самореализации. Сборная Татарстана в этом году заняла второе место во всероссийском чемпионате Обилимпикс, что послужило причиной позитивных сдвигов. Об этом Рамиль Шайдулин. Держи. Давай сюда. Теперь следующее яблочко. Их крошечные пальчики уже лепят сложные фигуры, хотя еще 2 недели назад кто-то из малышей даже не мог прикасаться к пластилину. Расстройство сенсорной интеграции – одно из распространенных среди детей неврологических заболеваний. Его успешно лечат в реабилитационном центре «Апрель». Молодец, давай 5. С одним ребенком работает логопед, дефектолог, психолог, врач, как бы командный подход. Центру уже 22 года, и каждый месяц здесь проходит реабилитацию по 70 малышей, в год по 700-800. После 4 лет молчания сын Энджи Забаровой, попав сюда, наконец-то учится говорить. Самое дорогое на сегодняшний день – это у нас не звукоподражание даже, не слоги, не слова, а имитации. То есть он умеет что-то уже. Говоря простыми словами, в этом центре детишек готовят к полноценной жизни в обществе. Вопрос актуальный, ведь сегодня инвалидность или особенности развития имеют целых 2% от всех детей республики. Вопрос социальной защиты людей с инвалидностью, в том числе и детей-инвалидов, решается прежде всего на системной основе. В Татарстане почти 275 тысяч инвалидов. Это 7% от числа всех жителей. Больше 16 тысяч признали инвалидами в этом году. Подавляющее большинство трудоспособные. Каждый третий работает. Помогают программы реабилитации. 329 организаций социальной защиты, медицины, образования, дополнительного образования, культуры входят в систему по реализации комплексной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью. Инвалиды вовлечены в активную общественную, профессиональную и спортивную жизнь. Так, на всероссийском чемпионате Обилимпикс татарстанцы заняли 2-е место в общекомандном зачете, уступив лишь Москве. Растет количество участников Обилимпикса из числа воспитанников специальных школ. Если в прошлом году за право быть лучшими боролись обучающиеся из 35 школ, то в текущем году из 42. Позитивные сдвиги и в наболевшей проблеме нехватки средств реабилитации. Мы рассказывали, как родители и детей с ограниченными возможностями здоровья месяцами не могли получить нужные им средства через фонд соцстраха. Теперь, после преобразования в социальный фонд Татарстана и сбора обращений от родителей, таких проблем должно стать меньше. Собрав все эти обращения, мы направили одно большое письмо в адрес правительства Российской Федерации, и на что Министерство труда России нам ответило, что бюджет будет увеличен на 24%, то есть будет больше денег для того, чтобы выдать детям технические средства реабилитации. Средства реабилитации инвалиды могут приобретать самостоятельно через электронный сертификат, выдаваемый из социального фонда. Деньги начисляются государством. Выбрать их можно из специального каталога или приобрести на любой другой площадке. Рамиль Шайдулин, Танин Филатов, ТНВ, Казань. Академия наук Татарстана создаст русско-татарский нейропереводчик, чьим голосом заговорит веб-сервис. Предпочтение отдадут разговорному или художественному стилю. Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сотрудничество Татарстана и Узбекистана переживает новый этап развития. Об этом сегодня Рустам Минниханов заявил на встрече с руководителями региональных торгово-промышленных палат. В Доме правительства обсудили расширение сотрудничества в различных сферах. Накануне делегация посетила Алабугу, Танека и Химград. В октябре в Татарстане прошел большой форум по межрегиональному сотрудничеству. Его посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ноябре с ответным визитом в Узбекистане побывал Рустам Минниханов. Очередную порцию импортозамещающих инноваций предложили Татарстану для реализации. Сегодня в Доме правительства во главе с Рустамом Миннихановым состоялось заседание Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга. На встречу пригласили и делегацию торгово-промышленных палат Узбекистана. Известный в республике эксперт по оптимизации рабочих процессов Томаш Навратил предложил воспользоваться опытом чешской компании и построить завод по утилизации холодильников и других электронных отходов. Подмосковные специалисты по 3D
Печати предложили для предприятий Татарстана изделия из керамики. Москвичи вышли с инициативой воспользоваться их системой искусственного интеллекта для идентификации и создания материалов на молекулярном уровне. Айтишники Иннополиса презентовали отечественное программное обеспечение и возможности создаваемого дата-центра большого хранилища данных. Рустам Миниханов поручил профильным чиновникам изучить все предложения и возможности сотрудничества. Надо, чтобы наши специалисты, которые работают в этой отрасли, четко понимали те задачи, которые сегодня перед нами стоят. Чудес не бывает, надо двигаться в этом направлении. Ну и, конечно же, спасибо нашим коллегам из Узбекистана, которые вместе с нами сегодня. Давайте аплодисментами поблагодарим докладчиков и наших гостей. По объему доходов бюджета Татарстан занимает 6-е место в России. Данные по итогам 10 месяцев привели представители Минфина республики. С большим отрывом в лидерах Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее с суммами в 2 раза меньше Краснодарский край и Свердловская область. Поступления консолидированного бюджета Татарстана, то есть с учетом местных бюджетов, составили 384 миллиардов. В этом году в республике собрали чуть более триллиона рублей доходов, почти столько же, как годом ранее. При этом в федеральную казну пошло 62% поступлений, то есть по сравнению с прошлыми годами республика оставила у себя больше средств. Здесь в основном снижение происходит в федеральный бюджет по НДПИ, связанное с ценами на нефть. Вот причина в этом. Сегодня на Казанском доме по Муштаре открыли после реставрации мемориальную доску Аделю Кутую. Здесь татарский поэт прожил 13 лет до своего ухода на фронт. Сегодня события приурочили к 120-летию писателя. Он известен как прозаик, драматург, публицист и литературный критик. Мировую известность писателю принесла повесть «Неотосланные письма». Она была экранизирована и переведена на 40 языков мира. Юные читатели и любители фантастики вспоминают его по повести «Приключения Рустема», посвященной сыну Аделя Кутуя. Его не стало в июне 45-го, он умер в польском госпитале. Автор мемориальной доски – известный скульптор Рустам Габбасов. Многие люди, которые более глубоко изучают его историю, биографию этой личности, они его ставят наряду с Хасан Туфаном, Хади Такташем. Это великие, значит, люди. Быть признанным на уровне таких людей, конечно, для этого надо иметь именно литературный запас свой и продукт свой, который мог одолеть душу своих читателей на уровне таких великих поэтов-писателей. На этой доске вот как раз я в мелких деталях показывал моменты его жизни. То есть для того, чтобы полностью раскрыть образ, как раз показывал, кем он работал. То есть через эти детали, чтобы было понятно. Безусловно, ощущать себя правнуком Адели Кутуя, это великого стоит. И вот сегодняшнее мероприятие очень волнительное, очень приятное. Совершенно бесплатным для пассажиров сегодня стал один из автобусов 30-го маршрута Казани. В честь всемирной акции «Щедрый вторник» такой подарок горожанам преподнес благотворительный фонд «Закят». Вместо кондукторов пассажиров встречали сотрудники фонда. Они рассказывали об акции, призывали к милосердию и вере в бумеранг добра. Для некоторых казанцев этот вторник начался с приятной неожиданности. Для пассажиров одного автобуса 30-го маршрута проезд сегодня бесплатный. Салон украшен разноцветными шарами. На стенах плакаты о милосердии. Вместо кондуктора сотрудник благотворительного фонда «Закят». Сегодня проходит всемирная акция, называется «Щедрый вторник». И в связи с этой акцией фонд «Закят» оплатил сегодняшний проезд в этом автобусе. Проезд для вас будет бесплатный. Это вам. Пассажирам вручают буклет с информацией о деятельности фонда. При желании каждый может послушать лекцию о красоте ислама и узнать, почему нужно совершать благие дела. Если человек интересуется религией, то отвечаем на религиозные вопросы на тему ислама. Насчет Бога, да, насчет пророка Мухаммада, алейхиссалям, насчет мира, доброты. Целью акции является побуждение к добру и вообще, чтобы люди не забывали, что добро есть. 30-й маршрут выбран не случайно. Он один из самых протяженных, пролегает от перекрестка Туслак до станции Лагерная. Каждый автобус в день перевозит порядка 800 человек.
В автобусе каждый желающий может совершить пожертвование в благотворительный фонд «Закят». Оставить денежные средства можно как наличкой, так и переводом. Для этого на плакатах изображены QR-коды. Средства направят на лечение детей и обеспечение нуждающихся предметами первой необходимости. Получается, счастливый день сегодня. Счастливый рейс попал. Прошел и все. Как неожиданно только шары увидел. Я говорю, для чего это? Вот он объяснил потом. У кого есть возможность, пусть протянут руки всем нуждающимся. Нужно продолжать такие благотворительные акции, потому что является образцом таких хороших дел. Настроение поднимают, конечно же. И хочется участвовать, естественно. Акцию с бесплатным проездом фонд проводит второй раз. В апреле в честь священного месяца Рамазана автобус «Милосердие» уже курсировал по Казани. Отличить автобус добра можно было по плакату на лобовом стекле. Проехать на нем жители сегодня смогли до 7 часов вечера. Сирина Васильева, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. Увидимся. Здравствуйте, Исянмисес, в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки температура понизится. Подробности после полезной информации. Вамин – производитель сыров и сливочного масла с многолетним опытом и любовью к вам. Продукция изготовлена из отборного молока по традиционной рецептуре на современном оборудовании. Вамин – натуральные, вкусные и полезные продукты в каждый дом. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Высокой горе, Кукмаре и Зеленодольске облачно, пройдет небольшой снег. Температура днем составит 6-7 градусов, ночью 10-15 градусов мороза. В Буинске, Тетюшах и Кайбицах также пройдет небольшой снег. Будет облачно, днем 4-5, ночью 8-10 градусов ниже нуля. В Аксубаево, Новошишминске и Чистополе ожидается облачность, снег, днем 3-4, ночью 10-11 градусов мороза. В Набережных Челнах, Агрызе и Сарманово облачно, пройдет снег, днем 5-6, ночью 10-13 градусов со знаком минус. В Альметьевске, Бугульме и Бавлах ожидается пасмурная погода, местами снег, днем 4-5, ночью 10-12 градусов ниже нуля. Холодно будет и в туристических городах нашей республики. В Свияжске облачно, временами снег, температура днем минус 6, ночью минус 10 градусов. В Болгарии днем температура чуть выше, днем 3 градуса мороза, ночью холодно, до 9 градусов ниже нуля. В Елабуге осадки в виде снега, здесь 5 градусов ниже нуля днем и 13 градусов мороза ночью. В столице Татарстана тоже похолодает, в предстоящие сутки временами пройдет снег. Днем 5 градусов, ночью 8 градусов мороза. Давление выше нормы, 762 мм ртутного столба. Ветер южный слабый, 1 метр в секунду. Влажность воздуха 82%. Магнитное поле Земли спокойное. По предварительным данным, в ближайшие несколько дней в Татарстане характер погоды не изменится. Пока это все, я с вами прощаюсь. До встречи. Кеннерегазумышло болсын.